Здравствуйте, дорогие наши подписчики, здравствуйте, зрители. Сегодня у нас разговор с доктором исторических наук, археологом, этнологом, человеком, который посвятил всю свою жизнь с самых ранних школьных лет истории, и выбор его, главный выбор исторических познаний – это история татар, как нации, как народа, как огромной части истории людей, проживающих на территории нашей страны. Сегодня у нас в гостях Измайлов Искандер Лерунович. Искандер Лерунович, я, конечно, многие ваши регалии не сказала, потому что их действительно очень много. Мой первый вопрос, наверное, будет совершенно такой, практически бытовой. Вы занялись историей. Родились вы далеко от Казани, в Магаданской области. Почему вдруг выбор на историю? Что побудило вас, наверное, маленького мальчика или, может быть, подростка, заняться вот такой наукой, в которой, наверное, вопросов больше, чем ответов? Самсес, дорогие слушатели, зрители, вопрос очень важный, и это один из тех вопросов, которые я задавал себе уже достаточно давно. Но есть какая-то определенная в этом всем, конечно, мистика. Дело в том, что я родился 12 декабря, в тот же день, что родился и великий русский историк Карамзин. Конечно, это ничего не значит, а с другой стороны, да, какая-то магия тут, очевидно, присутствует. Ну и гороскоп тоже говорит, что, значит, стрельцы это обычно какие-то путешественники тут. Что касается серьезности, сложности выбора пути именно историка, очевидно, здесь сыграла роль несколько моментов. И прежде всего это то, что мой отец, который, конечно, оказал значительное влияние на мое развитие, становление, он был геологом. Но при этом он знал и любил историю, ну, как любитель. И одновременно как татарин, который хотел бы знать свою историю, но не получавший вот этих самых знаний. Но он много чего рассказывал. И сам ездил в экспедиции, и иногда и меня брал. И вот это такая домашняя атмосфера научного поиска, экспедиций, любви к истории, это все сплавилось в такую понимание, что надо заниматься наукой, но хотелось бы еще и заниматься, чтобы одновременно с наукой это было и как-то романтично. Ну и вот археология на стыке вот как раз и истории, и вот этой самой экспедиционной романтики, это как раз казалось именно той специальностью, которая отвечает всем этим требованиям. Вторым моментом, когда я начал много читать, запоем там читал книги, оказалось, что уже мы приехали в Магадан, и там в комплексном институте, в котором работал отец, оказалась очень хорошая, ну даже можно сказать отличная библиотека. Дело в том, что в свое время там находился Севвостлак и Дальстрой. Ну, такие организации, которые занимались золотодобычей. И вот почему-то они, видимо, считая, что как люди интеллигентные, они должны иметь хорошую библиотеку, они собирали у них там 40-х, 50-х изданий огромное количество научной литературы. Уж для чего они там это их собирали, их, потому что в том числе и по истории, и по археологии. И сам институт тоже как комплекс, единственный академический институт на северо-востоке нашей страны, он стал получать, выписывать большое количество книг, там разнообразно, про всемирной истории, российской истории. И я, конечно, очень с большим интересом окунулся туда, стал читать много чего
читал, но через какое-то время стал с удивлением понимать, что единственное, чего нет, это книг по истории татар. Единственную книгу, которая там была, и не только там, но и в областной библиотеке, это была книга «Татары Поволжья и Приуралья». Это этнографический том, где вся история татар была описана там на нескольких, в одном абзаце, что татары – древнее население Волго-Уральского региона. И на этом все. И так вы нашли свое направление, да, получается, да? Получается, да, что из-за того, что ничего не было, что я тоже думал, может быть, там заниматься античной историей, или там мне тоже нравилось много чего. Но тут я как-то очень обиделся за это, что такое, про всех, значит, пишут, про все история такая забавная, интересная, а про историю татар ничего нет. Это, конечно, сподвигло меня заниматься, выискивать книги, как-то смотреть или во многих книгах выискивать, что написано про татар, да, про тюрок. И переезд. Да, я переехал сначала после окончания 9 класса я приехал в Казань и пришел в институт ИАЛИ и сказал, что я хочу поработать в археологической экспедиции. Ого. Там народ немножко тоже удивился, узнали, да, и меня повели к профессору Халикову, он как раз вел раскопки в Кремле, поскольку тогда готовилось 800-летие Казани, и вылезает из глубокой 6-метровой ямы, значит, импозантный человек в белом джинсовом костюме. И я говорю, что вот я хотел бы поработать у вас. Он говорит, давай, вот залезай. Копай. Я говорю, да что-то я как-то представление моей о романтике связано не с раскопками в Казани, а все-таки хотел. Он говорит, хорошо, вот у нас в Белярске, значит, ведутся раскопки, вот поезжай туда. Значит, дал направление, там письмо. И действительно я поехал, целое лето я работал в археологической экспедиции. Время от времени Халиков туда приезжал, там беседовали, а в конце он сказал, ты как собираешься после окончания-то школы? Я говорю, вот как-то собираюсь, вроде и приехать. Он говорит, давай приезжай поступать, нам очень нужны сотрудники, интересующиеся люди. То есть, получается, экспедиция, она укрепила ваше желание историей заняться, да? Вы же по-настоящему были в большой, длительной настоящей экспедиции, взрослой. Да, со студентами, да. Там со многими из студентов из этих групп мы дружим, дружили с ними. Сотрудничаете сейчас. Да. И добрые такие воспоминания остались. Но, да, конечно, это такой... По крайней мере, это не отвратило меня от науки и от археологии, а наоборот укрепило стремление и желание заниматься этой наукой и этим творчеством. То есть было видно, что именно археология дает возможность расширить круг источников, понять эту историю и самое главное, что это не скучная работа там в архивах, а что это работа, когда ты сам добываешь вот эти знания. Очень сходная с той же самой геологией, поскольку такая родовая связь у меня с этими науками, видимо, зародилась. Я бы тут тоже сказал, конечно, нельзя сказать, что те люди, которые работают там с письменными источниками, с архивами, что они делают что-то не то. Наоборот, у нас был профессор Вульсон, который очень умел красиво поставленным голосом говорил, что, дорогие друзья, если вы приходите в архив и чувствуете там запах дохлой мыши, вам нечего делать в истории. Вы пришли не туда.
А вот если вы чувствуете запах истории, вот тогда вы будете настоящим историком. Ну, это действительно так. Поэтому и как в археологии, конечно, если ты думаешь только, что ты машешь лопатой и на этом наука заканчивается, то, конечно, ты никакой не археолог. Потому что археология это не наука о том, что как сильно копать, а как много думать. И но она дает вот такой сплав разных наук, разных направлений. И археология это единственная сейчас историческая наука, которая сильно дает превращение нового знания, новых источников. Потому что в основном письменные источники все известны. Возможность того, что будет вдруг найдено что-то в архивах, очень мала. Она не это самое. Есть многие какие-то материалы, но это отдельные элементы. Чтобы мы вдруг нашли какую-то новую историю, там скрытую от нас, неизвестную там по типу там каких-то летописей. Это то, что во всяком случае встречается нам, это фальсификации типа Джакфар Тарихи или там Упалинда, значит, это самые скандинавские какие-то. А Земля еще хранит тайны. Хранит. И даже письменные источники хранит. Искандер Лерунович, вопрос. Вы выбрали археологию, историю с самого школьного возраста, начали работать в Казани, в экспедициях. Как к вам пришла специализация по древнему оружию? Вы, как человек мужского пола, заинтересовались оружием, либо вы в вооружении, которое развивалось на протяжении веков, видели какой-то главный источник знаний о народах, которые жили на этой территории. Как вы с какой точки зрения выбрали оружие как специализацию? Да, интересно. Я, честно говоря, наверное, вы правы, как и всякие мальчишки. Первый вопрос, первый интерес был связан именно с такими вещами, как солдатики, значит, какие-то рисунки воинов, что увлечение такими элементами милитаризма. Вполне возможно, что это тоже оказало серьезное влияние. Но одновременно хотелось понять, что позволило нашим предкам оказать влияние на мировую историю. И тут мы, отвечая на этот вопрос, приходим к пониманию того, что военное дело играло в этом значительную роль. Но опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что по идее никакой литературы по военному делу тюрок, тюркских народов, татар, у нас практически не было. Может показаться странным, но это факт. Да. И когда среди многих книг вообще в то время в Советском Союзе было довольно мало, как это ни странно, книг литературы по военной истории. И разве что исключение было как раз, что русское военное дело, русское оружие, это изучалось лучше, и это тоже вызывало некоторую такую непонимание, почему у нас есть русское оружие, а о татарском оружии никто не пишет и никто его не изучает. Хотя, по крайней мере, оно должно быть равноценным. И с другой стороны, еще странно, один тезис был у нас, что
русские люди очень мирные, никогда ни на кого не нападали, но одновременно, что у них было очень хорошее развитое вооружение, развитое военное дело. А у их противников как бы было все плохо, но при этом получалось, что их противники часто побеждали. Как это происходило? Парадокс. Парадоксы. Вот такие парадоксы, они, видимо, как-то засели и вылились в конечном итоге в понимание того, что нужно этот вопрос изучать. Ну и как-то я уже решил, что вот мне хотелось бы этим заниматься именно военной историей, военным делом как наукой. И во многом поддержало это знакомство, когда я еще был студентом. Я поехал в Ленинград тогда к замечательному знатоку военного дела, военной истории Анатолию Николаевичу Кирпичникову, который защищал диссертацию и первым создал отечественное оружиеведение как такую серьезную науку. То есть до этого военная история, военное дело изучалось, но средневековое древнерусское оружие, ну и не побоюсь этого слова, что основы методики оружиеведения как комплексной такой науки была разработана и заложена им. И вы стали его учеником, можно сказать, да? Да. И тут мы, да. Я его называл своим учителем, он меня называл своим учителем, хотя формально мы не были так связаны. Но мы очень сильно дружили до вот прошлого года, когда его не стало, к сожалению. Но тем не менее глубокая признательность, благодарность вот, и понимание того, какой он вклад внес не только своими трудами, но и своими замечаниями. Я и обсуждал свои диссертации и у него в отделе, и он там делал многие замечания на мои труды. У нас есть и некоторые совместные статьи. Но на самом деле не все так благостно. На удивление, значит, когда я убедил Альфреда Хасановича Халикова, что это такая тема нужна. Когда ее стали утверждать на ученом совете в ИАЛИ, ИАЛИ очень сотрудники, члены ученого совета выступили очень негативно. Причем значительная группа ветеранов Великой Отечественной войны выступила очень резко против. Они говорили, да как это так? Татары всегда были мирные люди. Вообще торговцы, пахари, значит, такие ремесленники, но военное дело, да вы что, никогда они не занимали? Татар вообще не было никакого военного дела. Я говорю, как это так? Завоевали полмира, можно сказать. Это монголы, это татары, это ни в каком отношении. Такая точка зрения, да. Понятно. То есть это такая ложно понятая борьба за мир, преломленная, значит, через того, что вообще военное дело, видимо, должно быть было, ну, с нашей точки зрения, с советской точки зрения, только у русского народа, остальные народы, значит, были только, ну, такими объектами истории, объектами воздействия. Никакого у них военного дела или сравнимого с русским не было. И здесь пришлось, да, преодолевать серьезные сопротивления именно научного предрассудка. Да. И научного сообщества, да, то же самое Анатолий Николаевич говорит, ну что там такое, что у вас там есть. Ну и когда я ему стал показывать это, он говорит, да, ну это есть о чем говорить, да, уже так просто не отмахнешься. А что открылось для вас, как для исследователей, теперь уже получается вот военная история татарского народа? С какой стороны для вас открылся народ вот татарский, да, проживающий на большой территории нашей страны? Сколько открытий вам пришлось сделать? Как для вас изменилось мнение вообще о татарах как о народе? То есть вы тоже представитель татар, да? Какие большие мысли пришли вот с постижением огромного пласта истории именно с военной точки зрения? Вот тут очень важно понимание того, что
военная история и военная наука – это наука комплексная. То есть тут недостаточно изучить только, например, сабли или только мечи. Во-первых, видов оружия довольно много, и самих предметов, которые связаны с военным делом, тоже очень много. То есть их надо, чтобы представить комплексную картину, нужно изучить их, по крайней мере, значительное количество. Понять динамику их развития, понять способы применения. Но кроме того, это еще нужно понять, какое общество должно быть, чтобы использовать вот эти самые предметы полный вооружения. исторический срез. Конечно. Вот это как раз очень важно, что когда мы говорим о военном деле, это все-таки приходит понимание, что военное дело средневекового, феодального государства, это не то, что вот военное дело современного общества. То есть там нет всеобщей военной обязанности. То есть это военное дело, это, как правило, это удел довольно немногих и прежде всего социальной верхушки общества. Раз так, надо, значит, понимать, а что такое вот эта социальная верхушка? Что она из себя представляет? Элита общества, в чем, как она изменялась, как она развивалась. Вот это выводит на структуру вот этого средневекового общества. Структура этого общества, сразу же мы, говоря об этом, дальше ставим вопрос, а что такое, какое государство было? Раз это какое государство, какие международные отношения были у этого государства? Следовательно, роль военного дела в этих международных отношениях. Какая социальная структура, да? Конечно. Вот эти все вопросы, они не все находятся в поле зрения. Вот это в конце концов двинуло и в сторону изучения, собственно, истории татарского народа, его предков и вот в самом широком смысле понятие этногенеза татар. Татары. Сейчас обсуждается много вопросов, связанных с историей, с территорией населения, да, татар. Есть конфликты татары-башкиры, а вот там татары или это все-таки башкиры, а кого куда запишут. И вот теперь начинается, практически определенные такие завуалированные военные действия, да. То есть кто кого куда. Да, то есть идеология сейчас направлена на то, что кто-то должен там записывать в башкиры, кого-то нужно записывать в татары и так далее. Вообще, ваше историческое мнение, ваше мнение как историка, да, территория, вот получается, частично территория Башкирии и Татарстана, это один народ? Или вообще татары и башкиры, это один народ, один этнос, это одни корни? Вообще, есть ли почва для разногласий, есть ли почва для вот таких, не очень красивых, с моей точки зрения, действий в 21 веке по отношению к людям? Вот тут очень важно понимание того, что военная история и военная наука – это наука комплексная. То есть тут недостаточно изучить только, например, сабли или только мечи. Во-первых, видов оружия довольно много, и самих предметов, которые связаны с военным делом, тоже очень много. То есть их надо, чтобы представить комплексную картину, нужно изучить их, по крайней мере, значительное количество. Понять динамику их развития, понять способы применения. Но кроме того, это еще нужно понять, какое общество должно быть, чтобы использовать вот эти самые предметы. То есть полный исторический срез. Конечно. Вот это как раз очень важно, что когда мы говорим о военном деле, это все-таки приходит понимание, что военное дело средневекового, феодального государства, это не то, что вот военное дело современного общества. То есть там нет всеобщей военной обязанности. То есть это военное дело, это, как правило, это удел довольно немногих и прежде всего
социальной верхушки общества. Раз так, надо, значит, понимать, а что такое вот эта социальная верхушка? Что она из себя представляет? Элита общества, в чем, как она изменялась, как она развивалась. Вот это выводит на структуру вот этого средневекового общества. Структура этого общества, сразу же мы, говоря об этом, дальше ставим вопрос, а что такое, какое государство было? Раз это какое государство, какие международные отношения были у этого государства? Следовательно, роль военного дела в этих международных отношениях. Какая социальная структура, да? Конечно. Вот эти все вопросы, они не все находятся в поле зрения. Вот это в конце концов двинуло и в сторону изучения, собственно, истории татарского народа, его предков и вот в самом широком смысле понятие этногенеза татар. Татары. Сейчас обсуждается много вопросов, связанных с историей, с территорией населения, да, татар. Есть конфликты татары-башкиры, а вот там татары или это все-таки башкиры, а кого куда запишут. И вот теперь начинается, ну, практически определенные такие завуалированные военные действия, да. То есть кто кого куда. Да, то есть идеология сейчас направлена на то, что кто-то должен там записывать в башкиры, кого-то нужно записывать в татары и так далее. Вообще, ваше историческое мнение, ваше мнение как историка, да, территория, вот получается, частично территория Башкирии и Татарстана, это один народ? Или вообще татары и башкиры это один народ, один этнос, это одни корни? Вообще, есть ли почва для разногласий, есть ли почва для вот таких, ну, не очень красивых, с моей точки зрения, действий в 21 веке по отношению к людям? Ну, может быть, да, немножко, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться немножко назад. Кроме изучения военного дела, я должен сказать, что значительную роль в становлении моем как историка-археолога сыграл Альфред Хасанович Халиков. Он практически единственный на территории нашей страны в университете ввел курс происхождения народов Поволжья и Приуралья. И он учил нас тому, что на взаимодействие народов в Волгоградском регионе нужно смотреть комплексно. Нужно смотреть исторически и нужно понимать, какие процессы происходили на каждом этапе развития, что изменялось, что нового было, что сохранялось, какие традиции. И вот этот синтетический курс, потому что он использовал как данные истории, археологии, так и лингвистики, и антропологии. И это был очень важный курс для становления молодых историков, для понимания того, что вот эти процессы, которые лежат в основе вот, этнической истории, они очень сложные, что они требуют серьезного, еще раз повторюсь, комплексного анализа. Так вот, если перейти от этого к... То есть, ну и этим, собственно, этими мотивами, этими методами, процедурами пользуемся и до сих пор. Хотя концептуально она меняется, и взгляд, ну, например, на этнос, на этнические процессы, на их сущность, по сравнению с тем, что считал Альфред Хасанович, у нас изменились, но сама процедура, сама методика осталась именно такой. То есть она требует серьезного комплексного подхода. Теперь, что касается взаимодействия народов на территории Волго-Уральского региона. Вот ответить на то, что вот татары-башкиры один народ или много разных народов, это мы можем целую лекцию посвятить и рассказывать, и это нужны и карты, и это. Но поскольку здесь нужно рассказать это как можно более просто, мы вот сделаем
такую вещь. Если посмотреть на территорию, ну, восточного Закамья, так называемого, то есть это территория примерно от рек к югу от реки Камы, между рекой Шишмой и Белой. То есть между вот этот самый большой регион, а на юге, ну, это Белебейская возвышенность, то есть мы ограничимся вот таким квадратом, то можем сказать, что в X-XIII веках, во времена Волжской Булгарии, границы, собственно, Волжской Булгарии проходили по реке Шишме. Восточнее, в силу каких-то обстоятельств, земледельческое мусульманское население не переходило. Нельзя сказать, что там были какие-то, ну, другие условия, но, скорее всего, там проживало население. Очевидно, оно было связано с какими-то потомками древних мадьяр. Это так называемая Магна Хунгария, то есть прародина венгров, откуда, собственно, древние мадьяры перешли на территорию современной Венгрии, если вкратце. Потом эти племена, находящиеся здесь, оставшиеся вот эти мадьяры, они, собственно, и дали название этому региону. Маджгард, Баджгард. Это, да, БМ, это в арабском, значит, есть перебой. И здесь, когда говорят, что Ибн Фадлан там встречал башкир, ну, в источнике не написано башкир, там написано баджгарды. И что такое баджгарды, это сложный вопрос. Не исключено, что, скорее всего, он встречал именно вот это вот протомадьярское население, а не современных башкир. А у нас просто в переводе, ну, то же самое, как и в источнике написано, страна славян, но это Сакалиба. А в арабской космографии Сакалиба это и финно-угорский, и германский, и славянский народ, то есть много другое. Да, да, да. Само название происходит, конечно же, от славян. Это сложный переход от византийского, который восприняли арабы. Но для них это не какой-то языковая семья. Это большой народ. То же самое, как они тюрками называли всех кочевников, язычников. Да, много племен. Да, да. Там, независимо от того, как они и венгров называли тюрками. Не суть. И вот такая картина сохранялась вплоть до 13-14 века, когда все эти территории вошли в состав улуса Джучи. И здесь картина меняется. То есть население из мусульманское, земледельческое население из бывшего Волжской Булгарии начинает заселять. Мигрировать, да. Поскольку поймы этих рек были благоприятны, и, скорее всего, это было не только прямое переселение, хотя оно тоже было, но и вот это население, которое было до этого и имело какие-то, может, они уже не говорили по-венгерски, хотя монах Юлиан утверждает, что он пришел в большой булгарский город, но, очевидно, это Беляр, а в 2 днях пути он встретил женщину, которая повела его, через 2 дня пути они пришли и встретились с венграми, с которыми он разговаривал на венгерском языке. То есть любопытный такой факт очевидца. Не исключено, что вот это вот население там как раз древние венгры. Но они были сметены вот монгольским завоеванием, частично они были завоеваны, частично и вошли в состав вот этих татаро-монгольских кланов. И образовалась, видимо, какая-то пустота, а часть населения, которая здесь оставалась и которая до этого, ну, такой полукочевой образ жизни, они стали оседлыми земледельцами. И на эту территорию хлынуло земледельческое мусульманское население. Вплоть до территории по поймам рек, до среднего течения реки Белой, среднего течения реки Ик, Мензеля и Шишма. Все это было
заселено, да, мусульманским земледельческим населением. Более того, значит, сохранились даже мусульманские кладбища с надгробиями, которые, ну, имеют тот же вид, что, собственно, надгробия, вот мы сейчас можем, да, да, и в болгарском историко-архитектурном заповеднике, там целая коллекция вот этих вот надгробных памятников. Вот на территории реки Белой это как раз все эти памятники есть. И на водоразделах же, очевидно, продолжало существовать какое-то население, которое, возможно, было каким-то полукочевым. Но оно быстро переходило в мусульманство. То есть там есть могильники, которые оставило мусульманское население, но при этом есть некоторые традиционные какие-то элементы, которые являются, ну, определенным отклонением от того обряда, который был на территории Волжской Булгарии. Ну, в основном это, допустим, маленьких детей, там есть такие сосуды, у некоторых погребениях есть вещи, украшения, но в целом это, конечно, мусульманские погребения, не всякого сомнения. А вот на юге, гораздо южнее, в районе Белебейской возвышенности, жило кочевое население. У них там курганные захоронения, все. Они, это несомненно, вот эти самые населения тюрко-татарские кланы. Но они сезонно кочевали вплоть до Камы, а может быть и переходили даже через Каму. И южнее, севернее Камы кочевали на Литовьях. А вот поймы рек все были заселены кочевым населением. Такой симбиоз существовал. То есть в Золотой Орде таких до того, как она стала претерпевать какие-то катаклизмы внутренние, здесь был очень такой симбиоз народов и культур, и разных земледельцев, ну, укладов жизни. Больших городов тут не было, хотя в устьях рек были довольно, ну, такие крупные поселения открытые. Но после того, как Золотая Орда Улус-Джучи стала распадаться, эта территория опять стала занимать кочевое население. И земледельческое население сдвинулось к Каме. Но и в эпоху Казанского ханства здесь оставалось население тюркоязычное, мусульманское. И более того, когда в 17-18 веке их спрашивали о их земельных правах, они предъявляли ярлыки, данные им казанскими ханами. То есть, если мы говорим, ну, так вот, о современной карте, то это Актанышский, Мензелинский район. Население этих регионов имело ярлыки на свои владения не от царского правительства, а от ханов Казанского ханства. То есть они проживали здесь в глубокой древности. Если мы говорим, кто тогда были башкирами, то это было скотоводческое, часто кочевое население, которое также жило здесь в древности, но это был конгломерат разных племен, которые или консолидировались, как в эпоху Золотой Орды, либо там распадались на отдельные роды, племена. Но эта территория в восточной географической традиции называлась, как мы выяснили, Баджгард. То есть и так она именовалась, и, очевидно, и теми же самыми татарами, ну, и в эпоху Казанского ханства там есть прямые указания на это. Прямо говорится, что страна башкирская, ну, в русском переводе. И потом, когда во второй половине XVI века и в XVII веке территория была включена в состав российского государства, но а как еще называть эту территорию? Она имеет историческое название. Баджгард. А люди, которые эти кочевое население, как их называть-то? Которые перешли в русское подданство, их, то есть они вотчинники по башкирскому праву.
То есть все племена их стали именовать по сословному принадлежности к вотчинному землевладению, соответственно, башкирами. То есть они не потому, что они говорили, что мы башкиры, а потому что они владели землей по этому. Там были и бабыльское право, там было и тептярское право, там, и так далее. Они записывались отдельно. То есть там были некоторые нюансы землевладения, землепользования, налогообложения и так далее. Все держались таких сословно-классовых вот этих самых привилегий, и в том числе и население, которое получило самое льготное вот это вот башкирское права, они держались за это. За счет того, что они бунтовали против российского государства, то им были дарованы, значит, эти. И, соответственно, по-другому их по-другому их никак не называли. Но другое дело, что самое интересное, что они себя продолжали называть по этим племенам. И вот сейчас вот 47 томов выходит в Уфе, значит, сборников материалов, значит, по этим башкирским родам. Это говорит о том, что общего самосознания-то у них не было. Это было тройбалистское племенное самосознание. Общее у них было только то, как их называло российское государство. Понятно. А вообще, вот я как-то встречала в одной из ваших статей или интервью ваши размышления, ваше мнение по поводу, а что такое вообще нация? То есть это общая территория, общий язык, общие духовные ценности. То есть как определить? Вот, допустим, татарская нация. Мы сейчас говорим, сохраним нацию, сохраним язык, сохраним идентичность татарскую, да? Ваше понимание, что это такое, что нам нужно сохранить? Ну, понятие нация – это одно из краеугольных и одно из самых сложных понятий, очевидно, в современной науке, которая вот есть у английского историка с австрийскими корнями Хобсбаума, у него есть цикл трудов, и он называл, что 19 век – это век наций. Но я думаю, что он немножко, ну, он имел в виду, конечно, национальные войны, но нации только в 19 веке зарождались. Вообще, вот 20 век, вот это действительно век наций. Он назвал 20 век тоже век, значит, различий, но мне кажется, что из-за того, что он уже использовал это название, для 20 века он взял другое. Да, другое, но потому что вот как раз 20 век это и есть век наций. Век модерна начал развитие этих наций. Ну и краеугольным, важнейшим это понятие стало в связи с тем, что оно тесно связано с формированием другого понятия, национальных государств. И вот и с другой стороны, раз мы говорим о государстве, то это понятие патриотизма. Вот эти, получается, что понятия очень связаны, они перетекают друг друга, и очень часто они вступают и в противоречие. Если говорить кратко, то нация – это население, которое имеет общую историческую традицию и осознает свое единство. Вот и из всех вот элементов, относящихся к нации, я бы вперед выделил осознание своего единства. То есть, когда мы говорим, что, несомненно, у каждой нации есть свой язык, своя культура, часто своя религия и так далее. Но все они являются такой фундаментом, фундамент, основополагающий, это краеугольные камни, но которые все, преломляясь через осознанием самим вот обществом вот этих вот базовых элементов своих, историческая судьба, религия, культура,
значит, какие-то элементы быта там и так далее. И они преломляются в самоназвании. Вот самоназвание, оно как это сам бриллиант, то есть оно многогранное. И вот встречаясь с представителем другой культуры, другой нации, человек каждый раз предстает, значит, это сам. То есть всегда взаимодействие это разное. Ну, потому что сама нация не существует. Вот если человек находится в пустой комнате, ему некому сказать, что он татарин. Да. Как только появляется кто-то, он спрашивает: ты кто? Я такой, а я такой-то. Вот всегда есть мы и они. Вот это вот базовое определение и является, собственно, вот этим мерилом вот этого самого самоопределения. То есть это всегда определенное противопоставление. Но это не значит, что оно такое антагонистическое, непримиримое. Да, воинствующее. Да. Наоборот, это просто деталь осознания самого себя, выделение из многообразия группы, к которой ты принадлежишь. Что, собственно, очень важно вообще понимать свою принадлежность. Да, в этом группе. Мире. Это здоровье, на самом деле, наше. Конечно, конечно. Потому что человек, который никому не принадлежит, никак не осознает гражданин мира, конечно, такие есть, но это, как правило, очень несчастные, или очень совершенно счастливые люди, которые ни от чего не зависят. Но таких не так много, как говорится, немного наших счастливцев праздных. Да. А как вы считаете, вот это понятие единства, у татар есть это понятие единства? Оно сохранилось? Может быть, вот его сохранять в первую очередь, прежде чем язык и вот все компоненты? То есть вот с него начинать, а с чего начинать? Да, очень важный вопрос. Тем более, что сейчас раздаются голоса, например, академик Тишков, наш хороший знакомый, друг, он прямо пишет и статьи «Забыть о нации» или книги «Реквием по этносу», который говорит, что вообще это национальная принадлежность, это род, значит, психологической болезни какой-то. Что, значит, мы должны отказываться от всего этого, что у нас должна быть только одна, но он, как болезнь не болезнь, но получается, что если ты татарин, значит, это болезнь. Если ты считаешь себя русским, это вполне это как бы нормальность. Да. Но мне кажется, что здесь это определенное лукавство, и как-то не пристало, да, академику, значит, травить такими байками людей и внушать им такой обоюдный страх, да, и смятение в умах. Да, ты лучше расскажи, что это такое, и как это действует, и почему при всех разговорах, что следует забыть, и, значит, чтобы нации исчезли, они никак не исчезают. Уже давно говорили, что и у нас и дедушка Ленин говорил, что скоро мы все сольемся в единый советский народ, и Брежнев провозглашал, что сложилась новая тип, значит, национальности, как советский народ. И даже в Конституции записывали это. Но, однако, никуда эти народы не делись, наоборот. Более активизировалось даже отделение, разделение. Да. И мы видим, что, да, 90-е годы как раз показали, насколько мы слились. Да. Поэтому все это, мне кажется, от лукавого. Что касается самого представления о единстве, о том, что главным является, я тоже считаю, что это единство, вот как раз я говорил, что выражается в том, что социологи и обществоведы называют идентичностью. То есть раньше мы говорили больше как самосознание, но вот сейчас больше приживается, и, возможно, это правильно, потому что более научный многообразный термин, как идентичность. И вот
осознание, своя идентичность, это является стержнем, который, собственно, и является критерием понятия единства. Потому что раз нация – это то, что происходит в голове, то и вот важность вот этих вот элементов, которые находятся у нас, мы осознаем, мы делаем сознательный выбор, они очень важны для понимания вот этого самого единства. И, соответственно, действия, которые мы должны предпринимать, что ли, для формирования, для стабилизации вот этого единства, это действие на развитие вот этой самой идентичности. А какие действия вы могли бы сказать, вот, с вашей точки зрения, как человека уже опытного в этих вопросах? Мы 2 года назад, да, мы разработали даже программу, где ставили в основу вот как раз развитие вот этой самой идентичности и разрабатывали стратегию для укрепления и развития вот этой самой идентичности. Мы предполагали, что она состоит из нескольких, ну, то, что называется политик. Это, ну, допустим, политика памяти. То есть это развитие знаний исторических, развитие традиций, развитие, ну, мест этой памяти, то есть, ну, памятных, то есть Болгар, допустим, Казань, Тобольск, там, Искер, Астрахань, Касимов там и так далее. И памятников, которые связаны. Все они являются, ну, частью вот этого самосознания и связывают нашу историю воедино. Ну и целый ряд других элементов. Политика языка, политика культуры. Все это должно было, ну, каждая из этих политик, она имеет еще целый ряд направлений. Но все они, в том числе, как многомерное пространство, они взаимодействуют еще и между собой. Да, взаимовлияют друг на друга. То есть, допустим, политика языка – это и развитие и самого языка, и развитие литературы, и развитие... Да. А, допустим, политика нет, не смыслов. Ну, символическая политика – это политика не только о каких-то символах, но и информационное пространство тоже включает. Потому что через вот эти самые информационные символы, через создание информационного единства пространства мы укрепляем вот это самое единство. То есть мы воздействуем через информационное пространство, создаем вот эту вот реальность, идентичность. И вот они все связаны, а развитие информационного пространства невозможно без того, чтобы развивалась политика памяти, политика, историческая политика. И языка, и да. То есть это все вот... Во всем этом есть смыслы, которые, естественно, перетекают из поколения в поколение. Да? И перетекают между собой. Вот эти политики, они связаны одновременно между собой и представляют собой, ну, как мы рисовали, как в виде сот, которые имеют многомерное пространство. Они все связаны в одно, да? Их много, и они все связаны. Но при этом они, да, каждый раз взаимодействуют, как вот эти вот такие многогранные вот эти вот кубики такие. И каждый раз выстраиваются. Вот, ну, мы так себе представляли вот эту самую стратегию. То есть вот это та стратегия, которая готовилась как бы, да, для того, чтобы сделать ту стратегию, которую в конце концов приняли в прошлом году, которая называется стратегия действия. Нет. Там есть действие? Нет. Эта стратегия была совершенно другой. Она была построена на совершенно других принципах. Вот еще раз говорю, что она включала в себя не только вот эти политики и объяснения вот этих, что каждый включает. Ну, там, допустим, есть элементы жизнедеятельности, например, то, что называлось. Это политика укрепления
национально-культурных автономий, политика достижения, чтобы все национально-культурные автономии имели возможность существовать автономно. Действительно, чтобы они не зависели ни от Москвы, ни от Казани, они были самодостаточны, иметь возможность развивать какие-то свои элементы и, допустим, те же места памяти, например, там как-то, но при этом есть, понятно, элементы, которые не могут быть развиваться самими общинами. То есть начальную школу или, допустим, детские сады и даже просто школу создать общины могут, но высшую школу создать не могут. Высшая школа может быть создана только в Татарстане, где есть государственная политика. И вот национальный университет, он может существовать в виде как государственного, например, казанского, в виде как виртуального национального. То есть я не вижу возможности пока создать национальный университет со стенами, значит, порталами, значит, лабораториями. Пока нет, к сожалению. Я думаю, ну, да, потому что это огромные затраты, и пока татарстанское государство не в состоянии это сделать. Но виртуальный мы могли бы сделать. Для этого есть возможности и специалисты. Да. Ну, пока есть, да, вот уже выделенные средства, там есть пока прообраз этого при Академии наук создается. Но это процесс довольно сложный, медленный и не такой быстрый. Так вот, но эта концепция проходили, ну, такие бурные обсуждения, где-то несколько месяцев мы обсуждали с общественностью, в различных национально-культурных автономиях. Но потом, значит, это обсуждение было свернуто, что-то кому-то не понравилось в этой самой стратегии. И в течение полугода было такое молчание, а потом была вот разработана эта самая стратегия действия, которая вообще не обсуждалась. Вообще не обсуждалась. То есть такой кулуарный такой документ получился, да, да, который да. со специалистами Нет, ну, он писался, очевидно, специалист, но какого-то своеобразного профиля. Вы считаете поверхностный документ? Да, но самая главная беда в том, что стратегия действий не содержит никаких действий. Это стратегия бездействия, и более того, я, когда критиковал ее, я говорил, что это путешествие в страну крестьянской утопии. То есть это стратегия болезненная реакция на модернизацию общества. То есть людей, ну, в первом поколении, значит, которые еще родились в татарской деревне, которые всегда жили там, приехали в город и еще сохраняют связь с деревней. И вот им, они видят в этой самой деревне, которая при них уже была совершенно не такой, как им кажется. Ну, и они создают вот некоторый идеал с коровками, значит, с барашками, с мечетью, значит, на берегу тихой речки и уютными красивыми домиками. Но это утопия. Такого нет и в современном обществе быть не может. А учитывая, что у татар почти 70%, а в некоторых регионах 100% урбанизация, то это вообще недостижимо. Ни в какой, да, и никакой это не идеал. Для современного татарского населения и для молодежи это совершенно не идеал. То есть мы должны показать что-то другое. То есть некоторые символы, ну, допустим, там в виде национальной кухни, это все понятно. Но это что поддерживает традицию, что делает нас такими, но не этим исчерпывается все. Нельзя к этому все сводить. Ну, например, я тоже там указывал, что на удивление в этом документе ни слова не сказано, например, о Сабантуе.
хотя Сабантуй стал, уже перешел рамки какого-то, ну, как говорю, праздник плуга, да, то есть деревенского, он превратился в национальный праздник. Главный. Главный национальный праздник, национальный, как у шотландцев или ирландцев, там День Святого Патрика. Да. Сабантуй – это вот этот наш праздник. Это праздник национального единства. Ну как ты можешь написать стратегию, где ни слова не указываешь про общенациональный праздник? И никак не говоришь, что там что-то он должен развиваться, что он должен стать символом единства. А он уже стал символом единства. Причем даже там, где никогда никаких сабантуев не было, вот у финских татар, например. Ой, они такие молодцы. Я с ними знакома. Да, Прям молодцы. Нет, ну у них они выходцы из Нижнего Новгорода. У них нет никаких традиций. Ну, потому что у татар-мишарей не было, значит, традиции сабантуя. Но сейчас везде этот самый сабантуй. Потому что он перешел рамки просто государства. Да. Это стал настоящий национальный праздник. Поэтому любая стратегия, которая говорит о единстве, об идентичности, она не может не упоминать. Если ты предлагаешь особенно действие, стратегию какую-то, но тем не менее, ничего не сказано в этой стратегии и об информационном пространстве. Ни о молодежи и ее проблемах. Ничего нет. Ну, то есть какой-то отрыв от современного момента. Да. Крестьянская утопия, да. А как вы общаетесь с молодежью? Вот у вас ученики, студенты, учитывая вот ваш интерес к истории татарского народа, как вы общаетесь? Какую идеологию пропагандируете? То есть вы как специалист и как человек, который в этом очень глубоко в это погружен и понимает очень хорошо проблему. И как молодежь реагирует на это? Насколько ей это все важно, интересно? Ну, это вопрос сложный, потому что тут, говоря словами поэта, не знаешь, как слово твое отзовется. Да, как оно переломится. Мы говорим много, стараемся своих учеников и людей, которые хотят слушать, и студентов, говорить им о принципах науки, говорить о методах, процедурах, а уж как они это все воспринимают, что они думают про это вопрос довольно сложный, и думаю, что скорее вот мы увидим это в каких-то комментариях больше, чем вот мне прямо придут и скажут, что, знаете, что да, вот вы здесь что-то там не так правильно сказали. Ну, во-первых, к сожалению, немногие так могут сказать, а другие, кто может, можете побояться сказать. Мало что там профессору придет в голову. Поэтому я думаю, что в любом случае, конечно, молодежь отличается от нас. И это понимание есть. Ну, даже, то есть мы начали заниматься компьютерами, всякими вот этими технологиями довольно поздно. А они уже выросли с этим. Они, что получается, у нас, в общем-то, разный язык. Да. И это, поэтому я и говорю, что основа единства татарского мира, татарской нации лежит в информационном поле. Это не вызов времени, это возможность татарской нации объединиться. Пожалуй, одна из немногих возможностей для объединения – это объединиться в виртуальном пространстве. То есть создание каких-то блоков универсальных, информационных. Причем, вот я же говорил, пример того же Национального университета, виртуального Национального университета, хотя знания вполне адекватные и вполне возможно получать и на национальном языке, и по тем курсам, которые
например, не преподаются где-нибудь, ну и невозможно создать группу где-нибудь во Владивостоке или там в Магадане. То есть не могут же все сюда там. Да, и приехать сюда тоже не все. Но информационно, вот я, допустим, да, должен был приехать сюда в Казань, чтобы заниматься историей. Но сейчас у нас есть информационная возможность для преодоления этого пространства. И этим надо пользоваться. И у татар есть огромная возможность, огромный потенциал для решения вот этого вопроса. И как никто другой, как никакая другая, возможно, нация, татары имеют и образование, и высокий уровень урбанизации, и высокий уровень знания техники, и все информатизированы. И вот это есть наша, когда мы говорим о связи молодежи, единства нации и исторических традиций, то вот это и есть, вот информационное пространство объединяет все это. Ну, сейчас, пожалуй, это единственный вообще возможный вариант для какого-то объединения, потому что вообще территориально огромная страна, и татары живут везде. Мы не ограничимся даже нашей страной, да, это по всему миру. Да. И каждому татарину, живущему где-то там далеко, в принципе, если он ощущает себя татарином, прежде всего, важно эту свою татарскость нести дальше, да, откуда взять помощь, да, в этом, где взять ресурсы. Ни материальных таких ресурсов, ни территориальных нет, но зато действительно есть информационное поле. Да. Мы тоже вот в штабе татар очень часто говорим о том, что нам нужны какие-то общие, ну мы говорим пока там на уровне, общие сайты какие-то, общие какие-то страницы большие, да, где были бы представлены татары разные, и сибирские, и башкирские, и там, не знаю, астраханские, крымские и так далее, и татары там Америки, у нас много связей по всему миру. Но нет точки объединения, нет точки общей. Кто создаст ее, это будет властителем Дум татар. Да. Итак, сейчас антагонизм. Вы считаете, что он снова вот вошел в силу, да, и сейчас это часть пропаганды в каком-то смысле. К чему это ведет? Ну, этот антагонизм возник вместе с русским государством. И он никогда не проходил, а постепенно только смещался из вот такой горячей, что ли, фазы, да, борьбы русского государства, допустим, с Казанью, потом с Крымом, потом в Сибири и так далее, так далее. А переместился в идеологическую сферу. И в XIX веке это совершенно четко было отлито в концепции российской истории. Благодаря трудам государственнической школы Соловьев, Ключевский, где в главу угла было положено такое понимание, как борьба леса со степью. Вот это такое ключевое понятие, которое показывало, что есть, значит, лес, ну, подразумевает российская государственность, его основа Русь, потом Московское царство. И есть степь зловредная, значит, там со времен скифов и заканчивая там татарами и калмыками там каким-то. Все это такое антагонистическое что-то, что мешало, противодействовало. Ну, там вспомните, там Пушкин, что русское государство было, значит, щитом между Азией и Европой, значит, там и так далее. Евразийцы пытались как-то преодолеть это, сказать, что все-таки мы единое пространство, что мы не похожи ни на Азию. Это что-то такое похоже, по крайней мере, это какая-то попытка заново переосмыслить. И в первые годы советской власти, там школа Покровского, они тоже пытались как-то преодолеть и представить Россию в виде истории классов, там, ну, в том числе и народов. Без вот этого, показывая, что ну, там, политика российского государства это во многом была политика вот этих самых господствующих классов, которые угнетали одновременно и русский народ, и колонизированные народы. Да, да. Но потом с становлением сталинского неоампира, значит,
это все сошло на нет. И опять в сталинское время советская историография, а советская историография сталинского разлива, это продолжалось и в 70-е, и 80-е годы, несомненно, ну, с некоторым смягчением позиции, но все-таки вот этот самый неовампир, он возродил многие традиции не просто 19, я бы даже сказал, 16 века. И в 90-е годы опять, значит, произошло какое-то ослабление вот этих позиций. Они были подвергнуты серьезной и прямой критике, и обоснованной критике. И многие учебники, даже общероссийские, например, пытались писать уже с новых позиций. И некоторые были довольно удачные, надо сказать, что вот там был учебник Загладина, в котором принимал Земзель Эфенди Валеев, значит, участие. Там он вполне такой с показом истории народов России и с попыткой сбалансированного, значит, показа. Но постепенно, вот в нулевых годах все больше и больше мы видим возвращение к прежней традиции и то, что мы называем там это закручивание идеологических гаек, ну и выступления, особенно последние там статьи Мединского, они прямо говорят о том, что должен быть единый взгляд на историю. И этот единый взгляд отнюдь не формируется в виде какой-то общественной дискуссии, а он задается, насаждается, да? Насаждает, и это взгляд на историю через бойницы Московского Кремля, на всю огромную страну, значит, от Поволжья и до Чукотки. Конечно же, что можно через бойницу-то посмотреть? Только как, значит, это самое, через прицел, да, на окружающую действительность. Ну, понятно, что взгляд, конечно, варварский и неверный. Но вот как противостоять, мы видим это самое, мы пытаемся как-то писать, и много успели уже, к счастью, написать, то есть и семитомную историю академическую, то есть, например, не у многих тюркских народов вообще есть такого калибра истории. Значит, российская история сейчас пишется, но там есть тоже свои, в общем, академические истории, нюансы. Ну, самый главный нюанс это то, что, например, 10-13 век, там 50 листов общий текст, из них 40 посвящены, собственно, Древней Руси, и все остальное, значит, история других регионов и народов. Ну, пропорция примерно такая. Понятно. Но это еще не худший вариант. Там, по крайней мере, есть упоминания и описания, а в других местах там и такого нет. Поэтому здесь мы должны ясно это понимать, представлять. И еще раз говорю, что академическое пространство, оно существует, но и вполне очевидно, что у нас есть и информационное пространство, в котором мы пока можем рассуждать, говорить об этом, и как раз вот наш взгляд на становление нашей государственности, о взаимодействии ее с российской государственностью, и как вообще мы понимаем, мы должны выработать свой взгляд на историю российского государства и месть татар в этом самом государстве. И здесь есть еще один такой нюанс, очень важный и интересный. Вот очень часто, когда говорят о вкладе татар в российскую государственность, говорят, что вот там Кутузов, Карамзин, Суворов, все они были в какой-то степени татары, там их предки там были.
Мне не кажется это особым достоянием. Но то, что Багратион был грузинским князем, это не говорит о том, что ничего, так сказать, для грузинской государственности. И чем это, ну, они гордятся, конечно, этим, но это, ну, некое такое ответвление, там далекая грузинская история нацеленная, но есть еще вот такие грузинские князья, вон Георгий Саакадзе служил, значит, персидскому шаху, воевал, значит, за него там под Кабулом, ну и что? Ну, они тоже пишут об этом, ну и никакого влияния на, так сказать, государство. Вот когда он вернулся и начал борьбу за независимость, вот это уже факт грузинской истории. Так и здесь. А эти, получается, педалируя вот эти самые имена, мы тем самым... Отвлекаемся, да? Да, и получается, да, что наш прямой путь, значит, это раствориться и стать русскими. Что, значит, ну, не хотелось бы. Все-таки мы самостоятельный народ, мы отдельный народ, отдельная нация. А вы видите потенциал? Вы видите потенциал сейчас? Вот есть ваше поколение, есть историки, люди науки, которые глубоко изучают эту науку, там руками практически ее чувствуют и все это описывают. И теперь вот приходит новое поколение, молодые историки. В них потенциал видите? Их взгляды какие? Есть у них шанс продолжить именно вот это? Либо все-таки все идет вот к этой универсализации и я думаю, что есть, конечно. Ну, во-первых, как говорится, как писал Марк Блок, да, мы карлики, которые стоят на плечах гигантов. То есть, ну, он это иногда говорит, что как в уничижительном смысле, он это, ну, метафора, он отнюдь не умалял своего значения, он просто говорил, что мы, стоя на на том фундаменте, который заложили предшественники, можем взглянуть чуть дальше. И следующие также будут стоять на наших плечах. Вот так вот и есть историческая традиция. Ну, это как? Я, допустим, побоялся бы сказать, что вот тот-то историк из молодых является, значит, ну вот продолжать преемником, да. Ну, потому что так это не работает, так это не действует, а все это, ну, общественная жизнь, научная среда постепенно выдвигает каких-то лидеров, которые двигаются дальше. Допустим, я не думаю, что там тот же Халиков мог ткнуть, сказать, вот этот будет, значит... 15 лет. Да, ну, да, он и пытался, конечно, так вот делать, но так это не работает, потому что меняются научные подходы, научные концепции, научная среда, да, и все это оказывает влияние, но важно только одно, что всегда появляется человек, который становится выразителем интересов, в данном случае нации, описывает вот этот самый новый взгляд на прошлое и находит возможности для этого. Но, еще раз говорю, я считаю, что мы свою миссию во многом выполнили, то, что расправились с этим самым пещерным булгаризмом, значит, отбросили его как вредное и абсолютно ненаучное и как идеологический конструкт советского периода, избавились от него и доказали его научную несостоятельность. И написали так, как должно быть. Вот теперь для того, чтобы как-то это все развернуть, нужно, ну, по крайней мере, опровергнуть. То есть убрать эти труды можно, но это в современной информационном пространстве, конечно, невозможно. Это не середина 20 века, когда можно было там запрещать труды, не печатать, там что-то. Сейчас, конечно, это, да, невозможно. Это нужно только опровергнуть, ну, с помощью научных аргументов, а пока я не вижу, чтобы были какие-то... Да и нет у нас таких научных противников, которые могли что-то выдвинуть против.
Поэтому у последующих поколений есть хорошая, значит, основа, фундамент, плечи, на которых они могут опереться, стоять, уже развивая то, что уже сделано. Я почему спросила, потому что вы сами упомянули, что как-то мы откатились там чуть ли не в XVI век, когда история государства рассматривается сквозь бойницы Кремля, вот, односторонне, поверхностно и без должного внимания к многим другим народам. То есть тут очень важно вообще, есть ли у нас сейчас потенциал у татарского научного мира, исторического, нести дальше то, что вы делаете сейчас. Вот с этой точки зрения был лучше. Да, но я бы сказал, что здесь разделил. То есть это в идеологической сфере и в идеолого-политической такой есть. В академической, научной российской среде там как раз нету людей, которые бы говорили вот что-то подобное Мединскому, наоборот. И все наши труды являются, в общем, ну да, нет, общепризнанными, и никто, то есть мы находимся в сфере науки, мы взаимодействуем с коллегами, у нас и с ними нет никаких противоречий или там споров, и, например, там мы, ну, в определенной степени какие-то дискуссии там, они, несомненно, есть, но там есть грань между идеологическим конструктом и научным. Вот наш она относится к сфере науки. Конечно, да. В отличие от многих, например, писаний некоторых башкирских ученых, то они, конечно, не находятся в сфере науки и не являются признанными трудами. Вот здесь как раз есть такая грань. Что касается вот какая... Тут я бы вот как сказал, что возможность для развития современной науки, в том числе и с использованием потенциала молодых ученых, это какие-то современные научные проекты. Создание, ну, я не знаю, например, вузовского учебника по истории татар и по истории Татарстана, создание каких-то, ну, например, истории Евразии. То есть, если бы Казань выступила, значит, инициатором, да. То есть это серьезный, большой, затратный и в финансовом отношении, и в интеллектуальном. Но вот тогда появилась бы возможность подтягивать и развивать молодых ученых там при подготовке. Ну, может, международные практически. Да, конечно, тоже, там, конечно. История тюркского мира, там, конечно, да, или там вот, взаимодействие татар в тюркском мире и так далее. Да, то есть, потому что вот турецкие сейчас наука на большом подъеме, у них большой серьезный потенциал. Там единственное у них они ну, пока находятся на стадии формирования вот своих подходов, и не так активно они, к сожалению, ну, не так много людей, которые оперируют, ну, знают академическую российскую науку, но тем не менее у них есть серьезный большой потенциал. У них очень много университетов, там много научных сотрудников, и они, я думаю, что, ну, и они создают крупные вот такие международные там проекты, вот Османский мир, Османика, там у них Ой, это у них 20... прям такой мощный крен вообще в Османику, очень. Да. Но нет, сейчас они и про там развивают и историю тюркских народов, историю народов Евразии, и они, конечно, более близки к этому. Главное, у них есть фонды научные, которые поддерживают. Вот я как раз и говорил, что у нас нету исторической политики, раз вот мы говорим, что вот это самое. Раз нет исторической политики, нет и финансирования вот этих самых исторических проектов. Ну,
через проекты программы идентичности там есть некоторые возможности, но тоже они часто такие, не то что сиюминутные, но они более злободневные, что ли. Там наряду с крупными проектами есть и такие, ну, допустим, археологические исследования, то есть практические, научно-практические, то есть не то, что необходимо делать, то есть изучение, допустим, золотоордынских городов вне территории Татарстана. Это, кроме нас никто сейчас не делает и не будет делать. Это очень важный, необходимый элемент. Но это дает такой длительный, протянутый эффект, когда уже будет накоплен значительный материал для этого. Да, да, конечно. То есть мы там ведем исследования, но эти исследования могут затянуться на многие десятилетия. А вот если мы говорим о каких-то проектах более концептуальных, то здесь это, конечно, требует специального особого подхода. И вот я считаю, что вот в этом направлении как раз есть возможности для развития гуманитарной науки. Ну, например, сейчас во многом, допустим, у нас есть новый взгляд на историю происхождения тюркских народов, происхождения татар. Вот то, что в первом томе истории татар было написано, во многом это некие штрихи еще, когда мы только подбирали. Сейчас больше знаний, да, больше да, конечно, сейчас уже артефактов. накоплено, да, и специалистов, которые работают в этой сфере. То есть этот том вполне можно было бы сейчас даже по-новому переделать, переписать, конечно. Да. Но это вот несколько таких направлений, которые возможны развитие. И вот тогда, когда будут эти проекты, будут подтягиваться и то, что мы говорили, ресурсы, и люди, да, из регионов, и наши молодые ученые будут подтягиваться к этому. И вот это станет такой серьезной школой для формирования новой исторической науки. Спасибо большое. Скажите тогда вот еще что. До сих пор, вот сейчас, в современный момент, вы участвуете в экспедициях или вы уже вот так руководите, так сказать, идеологически, как большой историк? Или вот в полях тоже бываете? Большой историк? Вы можете представлять человек, который не работает. Ну да, я же дилетант. Нет, это как это... В сказке Шварца это говорит, чем занимается этот охотник самый? Охотится? Нет. Он утверждает свои достижения. Да. Так что, да, говорит, что такое? Застрелил оленя, ничего не нового внес, подумаешь, 150-й олень. Да. Что касается экспедиционной деятельности, то в основном я сейчас сосредоточен на... У нас есть большой проект по как раз программе идентичности. Мы работаем в Монголии и ведем раскопки северной столицы уйгурского каганата. Там саму столицу, к счастью для науки, к сожалению для нас, копают немецкие экспедиции, нас туда не пускают. Но мы стараемся, проникнуть. Но вот мы сейчас ведем раскопки, и там довольно серьезные, интересные достижения. Но и это дает возможность нам разрабатывать второй проект. Это происхождение татар и происхождение тюркских народов. И вот в этом направлении интересно. Мы тоже будем работать. И вот там мы ведем серьезные исследования, но, к сожалению, вот в прошлом году не удалось, в связи с тем, что карантин, да, и Монголия была закрыта на карантин. Но мы, тем не менее, вот планируем в этом году продолжить эти работы. И у нас есть такие планы на расширение этих
работают, я еще раз говорю, не просто само городище и его окрестности, понимание вот, культуры, что такое. Потому что уйгуры были очень тесно связаны с татарами. Они всегда практически выступают в связке, а после разгрома уйгурского каганата в Восточном Туркестане, так они создали татаро-уйгурские Ганчжоуское княжество, владение там. И там они выступают совместно с вот как раз уйгурами. Поэтому они жили рядом, формировались, и вот мы как раз в этом регионе и ведем вместе с монгольскими коллегами археологические исследования. Так что, нет пока еще рано на пенсию, тем более, что пенсию продлили нам. Здорово. Ну да, мне кажется, да, вот этот романтизм, о котором вы говорили, когда выбирали свое направление еще в детстве, это все-таки очень большая часть исторической науки, да, это открытие нового практически под ногами, под собственными, да, постоянное. Это, конечно, очень интересно. Если бы вы были политиком, что бы вы сделали здесь, в Татарстане, какой закон приняли бы как политик? Ой. Я бы... Учитывая ваши интересы, естественно. Да, я вот как раз, думаю, что закон об исторической памяти во многих странах, во многих регионах есть так называемые институты памяти. Иногда у нас довольно негативно к этому относятся, хотя напрасно. Дело в том, что сама историческая политика это политика, не направленная на противопоставление, значит, одного этноса другого. Это комплексное историческое изучение общего наследия, например, Татарстана. Непредвзятое, комплексное его раскрытие. И в преломлении к регионам проживания татар, компактного проживания или диаспорального проживания, это одно из ответвлений, например, это создание вот этих самых мест памяти. Что это такое? Это музеи-заповедники, золотоордынские вот эти самые столицы, города Сибирского ханства, например. Это общероссийское, но в том числе и прежде всего, это национальное наследие. То есть это понимание того, что татары, которые живут там, они имеют глубокие корни, они имеют здесь глубокие традиции, и если без всякой исторической политики российское государство со времен еще царской власти утверждало, значит, в этих регионах свои места, то есть там место поклонения, мифическое, Ермака, например, там это. Но мы тоже должны показывать, что... Наша история тоже там была. Да, конечно. И именно что происходило взаимодействие народов и на этой территории. И вот эти места памяти, они места сохранения, места культуры должны стать местом, где наряду с Сабантуем происходит такая связь, непосредственная связь татар со своей исторической традицией. Понимание, укорененность, прикосновение к этой самой истории. Не просто со страниц книг, учебников, а воочию, что вот она, здесь мы находимся. В этом смысле археология как раз это наука, укорененная в землю, и демонстрация того, что археология показывает, что вот здесь вот есть татарский след. Вот он воочию оставлен. Хотя, еще раз говорю, во многих местах эти памятники просто разрушаются. Как естественным путем, так и искусственно. Например, в Тобольске, там вместо этого городища,
там просто застроено, то есть его надо превращать в заповедник там, и освобождать там как-то от этих домов Но ведь постройки. получается, что то, что сейчас делает современный человек, ну, те строители, те, кто утверждает эти все вещи, да, это люди, у которых нет внутреннего понимания ни принадлежности своей к какой-то нации, ни принадлежности своей к истории, к своему роду, к своим вот прошлым поколениям, ни желания передать это все будущим. То есть получается, что у современного человека в основном вообще нет понимания, ну, вот, своего маленького места в большой истории. То есть только есть понимание, я хочу сделать то, что я хочу, и мне не важно все остальное. Ну, не совсем так, я думаю, что... По крайней мере, вот на поверхностный взгляд. Ну, если мы говорим вот о местах памяти, то, скорее всего, это невнимание региональных властей к истории нерусских народов. То есть у них есть четкая, вот как мы говорили, идеологическая, значит, канва, российская государственность, православная церковь, а все остальное это за пределами, это вы сами. Да, это вообще не наши ценности. Не надо, нет, это не наше, это вы же сами как хотите там. И с большими трудами, значит, приходится пробиваться. Вот, допустим, в том же самом Тобольске, на Искерском городище, там идет целая идеологическая война, там самочинно сделали русское кладбище, а теперь рядом с этим, и объявили, что всю эту территорию, значит, закрыть для посещения татар. То есть и там строят, значит, мечеть, ее предлагают там снести, там, хотя местные бизнесмены, местные общественные вклады, своими силами, ни у кого ничего не просят, но вот поскольку рядом, да, вот тут, хотя еще раз, это никакие не святые, это самочинное кладбище, но вот кому-то нужно раздувать вот этот самый межрегиональный, межконфессиональный какое-то место, чтобы развивать диалог, стремятся как раз найти врага. Но это легче найти врага, чем искать взаимодействие. Конечно. И татары как раз стремятся к тому, чтобы взаимодействовать с властями, с общественностью, то есть проявляют чудеса толерантности, в то время как нас все время хотят в какую-то резервацию загнать. Но что касается отношения к истории, то я должен сказать, что само отношение к истории, конечно же, менялось. И оно было совсем, ну, сейчас совсем не такое, чем в 19, например, веке. Это когда люди не просто там знали свою родословную, чтили ее, потому что это было очень важно для вот, идентичности, для самосознания, ну и для сословно социальной иерархии. Но потом произошло в советское время вообще полный отказ от этой самой истории. И наоборот, принадлежность и какие-то корни исторические, это были даже определенный состав преступления. Да. Если ты хранишь, ну, в свое время там хранишь книги на арабской графике, это уже был состав преступления. Да? Даже никто не те, кто, значит, выносил этот приговор, не читал по-арабски и не хотел знать, что там книги отнюдь, допустим, не мусульманского содержания, вполне светские. Ну, это было приравнено, да. И потому что нужно было, для того, чтобы выковать советского человека, нужно было полностью вытравить, значит, из него историческую память. И во многом мы, когда говорим вот о национальном нигилизме, это мы пожинаем плоды вот этого самого советского безвремени, когда сама история, причем она, как это говорят же, страна с непредсказуемым прошлым. То есть там это не просто метафора, но и с каждым извивом, значит, властной политики и история каждый раз, значит, как кубик Рубика трансформировалась на глазах. И люди просто, да, вчера, значит,
имам Шамиль это, значит, национальный герой национально-освободительной войны, а тут раз, оказывается, он, значит, мюридист, значит, фанатик, значит, религиозный, и всячески его нужно, значит, память Да, белое пресекать. становится черным тут же. Да, вдруг, да. То, значит, и плюсы на минусы меняются, то, значит, это герой гражданской войны, тут через какое-то время, что он вообще никакой не герой, а враг народа, ну и так далее. То есть это все приучило людей к тому, что истории вообще стоит опасаться, а уж своей истории это, ну, по крайней мере, немножко в стороне. Очень интересный такой личный был эпизод. В музее работала женщина одна, ну и как-то мы разговаривали с ней. Она говорит, я вот из детдома, у меня фамилия такая-то, а я никак ну, хочу узнать, кто были вот мои предки, да. Ну, я говорю, что ну, самое простое, это все-таки в архив пойти, посмотреть, значит, вот, какие-то есть, это, если дворянские там фамилии, если что-то такое. Прошел год-полтора, она меня встречает, говорит, ой, как спасибо, что вы мне подсказали. Я, говорит, показывает альбом, она, значит, пошла в архив, и выяснилось, что ее отец был инженером, одним из строителей вот этого моста через Волгу, проектировщиком, что, ну, потом он был во время гражданской войны погиб, там, мама тоже, значит, была репрессирована там, и она попала в вот детский дом, а на самом деле там это такая семья, да, и она сейчас, значит, там собрались родственники, она нашла родственников, они собираются вместе, она, значит, им показывает, они говорят, так, бросай все, что ты там в этом музее, давай мы тебе, значит, будем платить деньги, значит, ты только ищи, значит, нашу историю. И сейчас ей, в общем, эти родственники собрались, создали какой-то свой фонд. Да. Да. И она везде, да, она везде ездит, там чуть ли не за границей какие-то есть родственники, как выяснилось. В общем, целая большая фамилия, и она нашла вот эту семейную, раскрыла семейную историю. Вот это как раз... Интересно. Да, это вот когда мы говорим об истории, мы забываем, что мы тоже часть этой самой истории. И мы укоренены в череде вот этих поколений. И теряя вот эту связь, мы становимся просто какой-то песчинкой, которая летает по воле ветра. Лист просто. Да, да. Как это говорит, о своих корнях не знает только пересохший в пустыне ручей. Поэтому для людей, людям очень важно знать свои корни, понимать, что они являются частью какой-то большой реки, большого целого, и не просто сохранять, но и передавать вот эту вот, память своим поколениям, рассказывать о своих предках, чтобы они рассказывали, внуки рассказывали о нас и так далее. И изучение вот этой родовой истории, это, я считаю, очень важный элемент той же самой формирования идентичности. Да и личности вообще. Да, и ну, это, ценности, да. Вообще всего, да. И это становится частью большой истории нации. Вот, потому что она так или иначе состоит не из деяний каких-то, да, она состоит из миллионов вот этих элементов. Да. И вот это знание своей родовой истории, она связывает нас в единую ткань с нацией. Она показывает, что мы не какие-то песчинки, что мы часть огромного мира, который имеет очень такие взаимосвязи между собой, с событиями мировой истории. Хотя, казалось бы, ну, наша жизнь нам протекает ну, мимо всего этого. Но кто-то и участвовал в крупнейших событиях и так далее, и так далее. Вот это вот все мелкие региональные и личностные истории, они связываются вот в общий исторический поток. И знание этого, понимание этого, почему
и на Западе вот эта так называемая микроистория является одним из самых почитаемых и сейчас одним из важных элементов. Там разбираются какие-то биографии, какие-то исторические казусы, которые становятся очень важным элементом. Вот у нас во многом это еще только разрождается, только начинает изучаться, но уже есть очень интересные открытия, очень интересные достижения. И я думаю, что в дальнейшем это станет одним из таких важных направлений современной исторической науки. Источником, собственно, для новых как знаний. раз вот знаний мирового масштаба, да? Потому что у нас, пока приковано внимание к политическим деятелям, это, каким-то мыслителям, там, Шахибуддин Маржани. Но я думаю, что мы близко подходим к тому моменту, когда начнется изучение уже таких многих личностей, потому что татарская история очень богата на личности со сложной, очень интересной судьбой, которая перекликается с мировой историей. Очень много образованных людей было во все времена. Допустим, у нас нет такой полной биографии, например, Гаяза Исхаки. Это человек просто неимоверный, значение, который и здесь был государственным общественным деятелем, мыслителем, писателем, и в Турции стал, и оставил свой след, объединяя татар из разных регионов Финляндии до Японии и так далее. Вот это во многом еще материалов уже много накоплено, но все требует изучения. Или, допустим, тот же самый Садри Максуди, Агдас Немет Курат, которые стали зачинателями исторической науки в современной Турции. Там на конференциях прям встают, говорят, что без Агдас Немет Курата не было бы исторической науки в Турции. Без Садри Максуди истории права и правовой науки не было бы в Турции. То есть это показывает, что у татар были крупные, серьезные мыслители, которые имели мировое значение. И этим можно гордиться. Вот еще раз говорю, и через их биографию, через их судьбу можно понять весь трагизм, всю сложность истории татарского народа. Спасибо вам большое за эту беседу. Если позволите, обращусь к вам вот с такой просьбой. Нас смотрит много молодежи, татарской молодежи, у нас достаточно много подписчиков. Что бы вы сказали, как историк татарского народа, вот такой, можно сказать, междисциплинарный эксперт татарского народа и его истории, скажите, пожалуйста, что-то очень важное для наших зрителей. У нас не так часто бывают такие серьезные разговоры. Очень хотелось бы услышать от вас что-то очень важное. Дорогие друзья, я думаю, что татарский народ – это один из важнейших народов мировой истории. Татарский народ участвовал во многих мировых событиях. Мы поистине исторический народ, историческая нация. Изучать его очень важно, интересно и необходимо. И следует помнить, что еще классики марксизма-ленинизма говорили, что мы знаем только одну науку, науку истории. Все технические, технологические науки очень важны, нужны, но для общественного самосознания, для самоидентичности очень важно понимание того, что мы называем историей. Потому что это представляет собой краеугольный камень, основу, столб, вокруг которого крутится все. Естественная история, естественные науки тоже чрезвычайно важны. Но если мы посмотрим на историю XX века, то увидим, что со стороны естественных наук
для человечества возникает очень много опасностей, вызовов. И нужно понимать, что единственным препятствием, которое служит для того, чтобы эти науки не развились до того, чтобы человечество не убило самое себя, это служат общественные науки, которые создают некоторую призму совести, через какую человечество смотрит на свое развитие, на свою модернизацию. И это то, что единственное способно сохранить нас от саморазрушения. Именно поэтому история, археология, этнология являются одними из важных дисциплин, которые помогают понять историю человечества, найти уроки для будущего и настоящего, понять, оценить возможности для будущего развития и понять, что мы являемся только частью огромной цепочки, которая теряется в глубине веков и уходит далеко в будущее. Но для того, чтобы у нас было будущее, нам необходимо сейчас, в настоящем, сохранять наше единство, изучать наши корни и готовить почву для будущего. Будущее будет таким, каким мы его сделаем сейчас. Сегодня, да. Искандер Ленорович, спасибо вам огромное. Спасибо. Надеюсь, что мы встретимся еще и поговорим. Надеюсь. Бекзор Ахмед.